Коренной шуанинец Адис Кусаев в своей книге пишет: на месте, где сегодня находятся села Большие и Малые Шуани, с 80-х годов село Малые Шуани стало называться Чероен-Мохк, люди жили с незапамятных времен. Это подтверждается данными ученых, археологов и этнографов. Так, в топонимии села Большие Шуани до сих пор сохранились названия местечек, где в древности жили люди. Например, Чурча-Ирзия, внутренняя поляна, где часто находят орудия каменного века, скребла, каменные топоры, мастерские древнего человека, в которых, по-видимому, изготовлялись эти предметы жизнедеятельности, древнейшие зернотерки. А вот еще топоним – Кажалгия или Кажалгандук, хребет, на котором обнаруживаются предметы каменного века, стоянки древнего человека. И совсем удивительное местечко Терчашона, Щит-Шена или Верхний Шена. Место это носит и другое название – Нарташ-Дахначо, то есть место, где жили нарты. Тут обнаруживаются древние могильники и предметы материальной культуры, каменные топоры, железные мечи, предметы из бронзы и меди, каменные зернотерки, кремневые ножи. Раньше на этом месте, на вершине Кажалгандук, находилось селение Шона. А историк В.Б. Виноградов писал: «Курчавые от буйных лесов, горы окружали нас. Мы в Ичкерии, в легендарной Нахчой-Мохк, страна Нахчей, исторический центр вайнахских племен». Археологам юго-восточная часть Чечни известна давно. На месте раскопок собираются люди разных возрастов. Так было, продолжает ученый, везде, в Ялхой-Мохке и Нажай-Юрте, в Балансу и Центарое. Так было и в небольшом селении Шуани, где мы сделали непродолжительную остановку. О древности и развитии сел Шуани, и росте, и широком расселении шуанинцев в пределах Чечни, Ингушетии и так далее, и даже, возможно, в заграничной Европе, говорит неоспоримый факт. Этнограф и писатель Ас Сулейманов писал: селение, представляющее собой этническое общество Шуоной, расположено на склонах хребта Кажалгандук. Населенные пункты с аналогичными названиями встречаются в Карачае, Балкарии, Ингушетии, Грузии. Шуоны широко расселились в плоскостных селах, особенно в бассейнах рек Бас и Хул-Хулау. Правда, этот список переселений шуанинцев не полный. Или информаторы этнографа не знали всего, или он записал не все. Дело в том, что шуанинцы расселились не только в указанных бассейнах, но и в долинах других рек – Гумс, Мичек, на склонах Качкалыковского хребта, в станицах и селах Шелковского, Наурского, Надтеречного районов. А в бассейне реки Терек шуанинцами заложены 3 больших села – Ламаза-Юрт, в Надтеречном районе Азамат-Юрт, в Гудермесском районе Акбалат-Юрт, Хасавюртовский район, Республика Дагестан. Населенный же пункт с таким наименованием встречается даже во Франции, смотри название романа великого французского писателя Анаре де Бальзака «Шуаны» или Британь в 1753 году. Новая и уже новейшая история сел Шуани начинается в первой половине XVIII века, потому что оно неоднократно упоминается в связи с событиями середины и конца его Кавказской войны XIX века. Об этом говорят и рассказы старожилов, записанные автором этих строк и шуанинскими любителями-краеведами. О том, что в ходе Кавказской войны село было неоднократно разорено, уничтожено, но снова возрождалось, как феникс из пепла, или на том же месте, или на новом. Разрушенное и сожженное, оно вновь возрождалось, отодвигаясь каждый раз на более безопасное и труднодоступное место. Экспедиции русских войск в Чечню были частыми, и многие аулы и селения, в том числе и село Шуани, уничтожались по нескольку раз. С Кавказской войной XIX века связана еще одна страница истории села Шуани. Это жизнь и борьба за свободу чеченского народа, знаменитого предводителя отряда отважных воинов, собранных в селах Шуани, Гардали, Турти-Хутор и других, Удимулы. Он был уроженцем села Шуани и похоронен на старинном кладбище, на вершине хребта, на окраине Шуани, у перекрестка дорог на Гардали, Ялхой, Мохк и Мескеты. Правда, историк А. Айдамиров ошибочно считает его гордолинцем. Удимула был активным участником многих операций Кавказской войны. Сподвижником и соратником наиба, имама Шамиля, Ташов, Хаджи Саисановского. Воевал он до самой смерти своей от пули кровника Кумыка. Есть сведения, что шуанинцы принимали самое активное участие в восстании горцев Нахчемохка, Ичкерии, 1877 года под предводительством Алибека Хаджи Алдамова, что оба Шуани были в числе 47 аулов Горной Чечни с населением около 20 тысяч человек, охваченных восстанием. Возможно, в числе повстанцев был и мой прадед Паша, которому в 1877 году исполнилось 20 лет. Активно участвовали шуанинцы и во всех событиях, происходивших в Чечне и в XX веке.
В период строительства колхозов в марте 1932 года шуанинцы, самое деятельное участие, приняли в восстании против насильственной коллективизации. И не только участвовали, но шуанинец и возглавил его. Восстание возглавлял житель села Шуани Моцу Салтамурадов. Восстание охватило около 70 сел Горной Чечни, в том числе и оба Шуани. Около 3 месяцев противостояли восставшие советской власти, но силы и вооружения были неравны, и восстание было жестоко подавлено. Об этой жестокости так писал один из бывших руководителей Наркомвнудела, НКВД: в начале 1930 года в Чечню были введены регулярные войска и части АКПУ. Против повстанцев, вооруженных преимущественно подручными средствами, палками, вилами, ножами, применялось армейское огнестрельное оружие, вплоть до танков и авиации. На Северном Кавказе в их подавлении участвовали вооруженные силы, вплоть до военной авиации. Айдамиров пишет: 1932 год, май, при подавлении крестьянского восстания в Нажай-Юртовском районе сотни человек убиты, тысячи репрессированы. Был арестован и Моцу Имам. Его отвезли в тогдашний краевой центр Северного Кавказа, в городе Ростов-на-Дону, там осудили, присудили высшую меру наказания и расстреляли. Активное участие приняли шуанинцы и в Великой Отечественной войне. В 1941-1942 годах из Шуани ушли на фронт около 25 человек, в том числе мой дядя Кусаев Сейдбек. 5 из них пропали без вести, 17 по ранению и по различным другим причинам были возвращены домой, депортированы и умерли в разные годы. Сейчас в живых нет ни одного. Как и весь чеченский народ, 23 февраля 1944 года были депортированы и шуанинцы. В 1957 году вернулись в родное село. К сожалению, в 21 веке, по причине репрессий и 2 чеченских войск, а также из-за многочисленных и разрушительных оползней, села Большие Шуани и Малые Шуани, Чероин-Мохк, почти полностью обезлюдили. Большинство шуанинцев сегодня живут в Новом Шуане, что в Гудермесском районе, немногие расселились по другим селам нашей республики. Источник – Войнах. Ежемесячный литературно-художественный журнал. Страница 67. Адис Кусаев. История села Шуани и шуанинцев. Чеченский историк Амин Тесаев в своей статье пишет: Шамиль пользовался широкой чеченской поддержкой и до своего появления в чеченском Мохке. Это было возможно благодаря помощи Ташу Хаджиса Исанского и Уди Мулы Шуанинского, которые поддержали Шамиля и организовывали походы в Горный Лезгистан, командуя чеченской кавалерией. В одном из сборников материалов 1859 года сообщается, что по крайней мере весной-летом 1837 года семейство Шамиля защищали в 2 койсубулинских селах – Ашильте и Ахульго, 2 человека. Речь идет об Алибеке Хириясуле и Уди Муле, где последний – знаменитый чеченский военный предводитель Уди Мула Шуанинский. Алибек и Уди Мула возглавляли 1000 мюридов, судя по всему, Алибек в Ашильте, а Уди Мула в Ахульго. При угрозе селу Ашильта от генерала Физе Уди Мула и Алибек организовывали оборону Ахульго. Надо полагать, доверие защиты родственников указывало не только на уверенность в профессионализме указанных лиц, но и на личные близкие отношения. Разумеется, Уди Мула принимал участие в целом ряде экспедиций Шамиля ранее и позднее. Он пользовался большим уважением в чеченском Мохке и Лезгистане, был знаменитым воином и часто фигурирует вместе с Ташу Хаджи в документах указанного периода. Источник – Амин Тесаев. Статья Уди Мула в Ахульго. Чеченский историк Амин Тесаев в своей статье пишет: вот фрагменты одного из архивных дел Российского государственного военно-исторического архива от 1834 года. В нем приводится родословная одного из родов чеченского тайпа Шуоной, от Бекмирзы. Все имеет документальное подтверждение, в том числе и родословная этих людей. Там же, в архивном деле, указано, что они, эта фамилия из тайпа Шуоной, являются первостепенными узденями, из фамилии Сала, то есть Сала-Уздени, в селе Ташкичу, Новый Аксай, то есть этническими чеченцами элитой Кумыкского округа. В другом фрагменте об их родственниках, проживающих в Азамат-Юрте, сказано, что их предок вышел из горской деревни Нашаха из фамилии Шаван, Шуан, Шона. В Азамат-Юрте упомянуты в документе Арузбей и его отец Арсакай были старшинами, сменяясь поколениями. Все это этнические чеченцы, ДНК-ветка которых на протяжении 1000 лет является частью чеченской нации. В ту же ветку входят Хиндой, Гардалой, Энганой и другие, родственные им, общества. Там же аланский воин II-III века нашей эры, Бесланский могильник.
Речь идет о преемственности более чем в 1000 лет. В 1930-е годы выходцы из этих фамилий подверглись репрессиям. В первую очередь доносили их бывшие служащие, батраки и пастухи. История тяжелая и печальная. Источник – Амин Тесаев. Статья «Чеченцы. Элита Кумыкской равнины». Чеченский генетик и глава чеченского ДНК-проекта Пахрудин Арсанов отвечает в интервью на вопросы следующее. Открыть генетический проект меня подтолкнуло желание узнать правду, так как устал от выдумок и легенд, доставшихся нам в наследство от наших предшественников. Но главный импульс дали выставляемые по форумам анонимные данные чеченцев, в которых не было ясно, у кого конкретно брали эти тесты. Поэтому пришла мысль, чтобы мы, чеченцы, сами знали про свои генетические корни и не полагались на спецов со стороны, открыть свой проект. Это случилось в 2012 году. Главное, люди должны понять, что гаплогруппа сама по себе не определяет национальность. Такие же гаплогруппы есть у многих народов в мире. Национальность возможно определить только узнав ветку, субклад, внутри каждой гаплогруппы. Есть присущие разным народам ветки внутри всех гаплогрупп. Поэтому дураки, которые по одной гаплогруппе причисляют человека к народам, делают плохую услугу самим себе. Поэтому доказать принадлежность к определенному народу по отцовской гаплогруппе стоит недешево. На сегодня это биг-тест ценой $662. Остальное – это гадание с разной степенью доказательности. И если человек хочет узнать национальность, то можно сделать тест Family Finder, он показывает аутосомы, и это и есть национальность человека. Если у него в этом тесте много родичей из какого-то народа, и они идут в начале списка, то это говорит о том, что предки этого человека давно уже являются по национальности теми, с кем у него, и показывает это родство. Так что в 99% случаев я могу сказать, что ДНК-тест определяет национальность. Но 100% это доказать стоит недешево. Пахрудина спрашивают, у чеченцев представлены различные гаплогруппы. Это отражаются исторические процессы миграции носителей генотипа? Загадочным является для многих присутствие гаплогруппы L3 и Q. Этот процесс появления носителей данной группы не могут объяснить современные ученые. Что говорит генетика? Пахрудин отвечает, народ, который участвовал с древнейших времен в мировых событиях, он должен быть представлен различными группами и, соответственно, субкладами в них, которые обособились давно от других веток. Поэтому, если какая-то общность однообразна, то, уверяю вас, эта общность не участвовала в большинстве мировых событий. Гаплогруппы L3 и Q, и, соответственно, чеченские ветки в них, очень давно участвуют в этногенезе и формировании чеченского народа, так же, как и J1, J2, G2 и так далее. И ветки в этих гаплогруппах не сидели в одном месте, а мигрировали по всему миру. И, соответственно, части этих гаплогрупп, оказавшиеся в какой-то исторический период на определенной территории, в определенное время, создали общность под названием чеченский народ. Так это у всех народов мира, в этом ни один народ не уникален, это аксиома. Пахрудина спрашивают, благодаря тебе была выявлена генетическая связь с аланами, жившими примерно во II веке на территории нынешней Северной Осетии, чьими родичами оказались чеченцы, проживающие в Чечне, что противоречит официальной научной теории, что нахи не имели отношения к аланам. Но гаплогруппа оказалась Q. Как известно из Википедии, носители Q – это население Сибири и Монголии. Но носитель протестированного алана с гаплогруппой Q жил за 700-800 лет до появления монголов на Кавказе, что противоречит науке. Как объяснить? Пахрудин отвечает, да, благодаря двум глубоким тестам Big-Y у двоих участников чеченского проекта удалось выявить это родство. Это чеченцы из Тейпа-Шуоной. Я всегда говорю, что все эти аланы, гунны, хазары, скифы, сарматы и прочие бывшие народы были сообществом разных по содержанию и происхождению групп. Это, к примеру, как нынешняя Российская Федерация. Копнешь в одном уголке страны, обнаружишь одну группу, в другом месте другую. Также и империи были все сборными командами. Уверен, скоро найдем аланов, и J2, и J1, и L3, и так далее. Так как нет еще ни одного ДНК-теста захоронений с территории бывшей Чечено-Ингушетии. И кто это установил, что предки Q появились на Кавказе за 700-800 лет до монголов? Ветки Q даже среди чеченских тейпов имеют возраст между собой 3300 лет. О каких монголах вообще речь? Все эти басни распространяют недалекие люди. И вообще у этнических монголов практически нет и не было Q. Или что теперь из-за того, что J2 есть у башкир, узбеков, чувашей и татар, ее тоже объявим тюркской. Часто слышим, что гаплогруппа J2 исконно нахская. Даже сложилось мнение,
что носители других гаплогрупп – пришлый элемент, нарушивший царившую идиллию чистокровия. Это, конечно же, больное воображение больных людей. Ну давайте тогда объявим J2 чувашей, башкир, татар, армян, грузинов, азербайджанцев, итальянцев, курдов, арабов, евреев и так далее тоже на хами. Это же абсурд. Источник, сайт, Арамаш, статья, интервью Пахрудина Арсанова о чеченском проекте ДНК. То есть Пахрудин Арсанов объясняет, что главное не сами гаплогруппы, а ветви в них. То есть в одной гаплогруппе могут быть разные обособленные ветви, конкретно у чеченцев есть разные гаплогруппы. Но там у всех чеченские ветви и корни, подмечает Арсанов, гаплогруппы L3 и Q и соответственно чеченские ветки в них. Очень давно участвуют в этногенезе и формировании чеченского народа, так же как и J1, J2, G2 и так далее. Кстати, здесь стоит добавить и другую деталь. В генетической науке известно, что при образовании одной гаплогруппы через тысячи лет из нее образовывается другая и так далее. Поэтому, по идее, у древнейшего народа как раз и должно быть несколько гаплогрупп, а не одна. По чеченскому ДНК-проекту Chechen Know-How DNA Project у чеченцев представлены разные гаплогруппы, у них у всех чеченские ветви и корни, у чеченцев-шуанинцев на сегодня были найдены гаплогруппы Q1A и G2, G2A1. Кстати, есть еще один интересный момент, видимо у чеченцев, помимо известных и наиболее распространенных J2, L3, Q1A и других гаплогрупп, была, видимо, когда-то обширно распространена и гаплогруппа G2A1. Дело в том, что у чеченца-шуанинца из тайпа Шуоной была обнаружена очень древняя G2A1. В чеченском ДНК-проекте один чеченец из Шуоной показал гаплогруппу G2 и ветку GF, GC671. В данных Y-Full GF, GC671 в Info видим, что возраст образования ветки 5017 лет назад. В разделе «Образцы» в самом верху видим чечен, то есть его G2A1 образовано около 5017 лет назад, и у его G2A1 чеченские шуанинские корни. То есть и коренные очень древние G2A1 с чеченскими корнями по веткам. Интересная эта деталь. То, что у чеченца из Шуоной не просто G2, а именно G2A1, убедиться в этом вы можете, найдя его в таблице. Фамилитридно GZ 6552 G2A1 Y DNA Project. Кроме того, следует добавить и то, что под G2A1 было обнаружено, что есть и коренной чеченец-акинец G2A1, причем он прямой потомок Вакхалана Пулада. Предком многих акинцев по акинским преданиям, об этом поведал чеченский ученый-генетик Хусейн Чекаев. Источник, сайт, Грамас, статья, Чеченская республика, чеченцы, Тейпы, Акхи, Дарьяльское ущелье, принадлежало чеченцам Дударовым. Это все нам точно не оставляет сомнений, что помимо других гаплогрупп, видимо, и G2A1 была когда-то обширно распространена у чеченцев. Есть и предания у чеченцев, что потомками чеченцев-шуанинцев являются сваны Грузии. Чеченские старейшины в старину говорили, что от Шуоной произошли шванар, самоназвание сванов, то есть сваны, потомки общины, рода, Шуоной, но они перешли на другой язык. Кстати, в грузинском ДНК-проекте у сванов как раз доминирует та же G2A1. Интересно, на наш взгляд, в данной ситуации также рассмотреть немного и самих сванов. Раз уж есть такие чеченские предания, что сваны прямые потомки конкретно чеченцев-шуанинцев, давайте заодно немного посмотрим на быт и характер сванов, их историю и так далее, это довольно интересно. Журналист Алексей Бобровников, посетивший сванов и сванетию, в своей книге пишет про все это следующее: какой самый простой язык в мире? Сванский. Почему? Даже сваны выучили, так любят шутить сваны о своем языке, одном из самых сложных языков Кавказа. В то время как современный грузинский литературный язык претерпел множество изменений, сванский, имея такую же грамматику, почти не изменился с веками. Ни один грузин не сможет понять жителей Сванетии, когда они говорят на родном наречии. Еще один важный урок. Ни в коем случае нельзя произнести в присутствии свана ругательство со словом «мать». За такое больно бьют в Тбилиси, а в Сванетии убивают на месте. Сваны – самая одиозная среди этнических групп грузин. Бедные, гордые и вооруженные до зубов, они прославились особой жестокостью к врагам и презрением к смерти. Даже в 21 веке они живут и умирают по своим кровным законам. Современные сваны уже не помнят, откуда все пошло. Но историки полагают, что в основе традиции кровной мести лежит культ волка. Этнограф Вера Бардавелидзе пишет, что волков здесь считали животными мистическими и относились к ним как к братьям. Горцы с древности верили, что сородичи убитого зверя жестоко мстят убийцам и всей их семье.
Убийство волка было для Свана табу. Случайно нарушивший табу, пишет Бардавилидзе, становился перед убитым зверем и с непокрытой головой приносил ему извинения. Уверяя, что ошибся, не признал волка, ибо не мог же он захотеть убить его, подобно тому, как не смог бы он этого пожелать в отношении родного брата. Именно у волка, царя всех зверей, чующего добычу через горный хребет, волка, мстящего за своих собратьев и верного стаи, древние сваны просили заступничества и помощи. После принятия христианства культ волка был заменен культом святого Георгия. Считается, что само название страны происходит от имени этого святого. Грузия, Джорджия, Георгия. Лингвистически все выглядит логично. Но есть одна увлекательная деталь. Слово «горг» на староперсидском означает «волк». Спустя сотни лет тотем сванов уступил место лику святого. Но лицо иконы или оскал тотема – это всего лишь маска. Горное племя осталось таким же, что и сотни лет назад. На одной из икон, хранящейся в музее столицы Сванетии, Местии, святой Георгий убивает не дракона, а человека. Этого человека можно, поясняет экскурсовод. Оказалось, что жертва святого Георгия – кровный враг христиан, император Диоклетиан. О культе кровной мести сванов существует масса анекдотов. Самые показательные – те, что рассказывают о себе они сами. Приехал к свану гость из Тбилиси. Пьют рахи в каменной башне. Подойдя к окну, гость обнаружил, что из соседней башни в него целится другой сван. Гость в страхе подбежал к хозяину. «Генацвале, твой сосед хочет меня убить». На что сван ответил: «Не переживай, дорогой. У него тоже будет гость». В 2005 году грузинское правительство, наверное, впервые в истории, восстановило контроль над этим краем. Новые власти сказали лидерам сванских кланов: «Сдайте оружие, или мы придем к вам». Те предпочли принять гостей. Однажды утром, когда подразделение спецвойск пришло убивать Амехи, одного из самых жестоких лидеров местных кланов, сваны в окрестностях села Бичо решили, что началась война. Грохот гранатомета, нескольких ручных пулеметов и рев БМП разносились по всему объединенному ущелью счастливой Сванетии. Такую забавную формулировку я вычитал в книге одного автора советских времен. Несколько десятков полицейских полдня осаждали каменный дом Абрека. Когда Амехи затих, командир полицейского подразделения приказал переехать его тело бронированной машиной. Солдаты так боялись его, что не хотели рисковать. Для сванов это был серьезный урок. Сегодня увидеть в Сванетии человека с автоматом практически невозможно. В Сванетии теперь сухой закон, шутит один из моих знакомых. Кровь надо брать очень осторожно. Дикая и суровая природа Сванетии сделала и обитателей их не менее суровыми. Они являются каким-то остатком древнего человечества, до которого не коснулась ни одна пылинка просвещения. Из записок Императорского географического общества, 19 век. Сванетия – это страна башен, похожих на средневековые замки, и кавказская столица Вендетты, где, как некогда на Сицилии, сводят счеты по долгам, открытым сотни лет назад. Говорят, около 200 сванских семейств были стерты с лица земли в результате вековых вендет. Однажды в Тбилиси я встретил грузина со странной фамилией, не похожей на сванскую, но носящую в себе топоним этих мест. «Вы что, сван?» – спросил я у него. «Да, я сван», – признался тот. «А почему вы уехали?» Уже кое-что зная о нравах Сванетии, я предвкушал красочный ответ. «Сваны – теплый народ, но злой народ». «Мой прадед был сваном», – уклончиво ответил собеседник. «А что помешало ему оставаться им?» Донимал я этого бывшего горца. Он уехал оттуда в Кахетию, по семейным делам. Последовал ответ. Напоследок этот человек попросил меня ни за что не упоминать в печати его новую фамилию, так же, как и фамилию его предка. Несколько лет назад, путешествуя в поисках истории о кровной мести, я уже был в стране волков. Тогда я приезжал в сопровождении представителя одного из влиятельных кланов, присутствие которого должно было избавить нашу группу от возможных недоразумений и неприятностей. Грузинское правительство уверяет, что сегодня уже визиты в Сванетию нисколько не опаснее прогулки в австрийских Альпах. Сейчас я решил пересечь этот край на велосипеде и без сопровождающих, чтобы посмотреть, так ли радикально все изменилось здесь с тех пор. Люди на протяжении многих веков создавали города и крепости, чтобы объединяться в сообщество и защититься от внешнего врага. Сваны же строили свои крепости, руководствуясь другими соображениями. Их башни неудобны для войны с внешним захватчиком, зато идеальны для защиты от соседей. По понятию сванета, красавица та, которая имеет широкие плечи, маленькие ножки, полную грудь и тонкий стан. Для обережения тонкости стана некоторые обшивают девушек на 10-м году от рождения сырою кожею от бедер до груди.
Когда грузины ссорятся, звук их речи напоминает рокот бушующей горной реки. Когда же разговаривают смеясь, это похоже на веселый камень, катящийся с горы. Он скачет, подпрыгивает, звонко ударяясь о лежащих на боку собратьев. Но нет ничего приятнее мирного голоса грузинской женщины, говорящей кому-то нежные и ласковые слова. В ее устах грузинская речь – это горьковатый и сладкий горный мед. И тем темнее и слаще он путнику, не понимающему ни звука из услышанного. Убить женщину в Сванетии считается низким, а прекрасный пол пользуется этим и принимает участие во всех ссорах и резне. Стоит только женщине, без покрывала, с распущенными волосами, броситься в толпу враждующих, как кровопролитие тотчас же прекращается. Никакое мщение, наказание, а тем более убийство, не может быть совершено в присутствии женщины. Суд старейшин когда-то был высшим органом управления в Сванетии, как и в Древней Греции, было народное собрание. Последний сванский сход, или говоря современным языком, референдум, проводился в 1875 году во время восстания сванов против русского владычества. Суд старейшин села, по-свански, Махшви, состоявший из 12 человек, решал более локальные вопросы, мирил враждующие кланы, присуждая виновным в межусобицах меру наказания или размер платы за кровь. Местные старейшины говорят, что 70% споров, разбиравшихся когда-то в Сванетии, происходили из-за женщин. В селе Бичо, что между поселком Луха и Местией, живет Иламаса Валиане, один из Махшви и по совместительству преподаватель русского языка и литературы в сельской школе. В запасе Иламаза арсенал историй о сванских вендеттах. Главные герои его историй – абраги, беглецы от закона, а еще мальчишка-школьник, расстрелянный из Калашникова и потерявший руку, но отказавшийся выдать полиции своего врага, взять кровь должен только он сам. «А может мужчина-сван отомстить женщине?» — спросил я у Иламаза. «Женщине? Это в 2 раза дороже обходится», — отвечает старейшина. «В 2 раза дороже? Как это?» «А вот так. Женщин не должен ранить мужчина и не должен убить. Потому что женщина здесь символ. Неприкосновенное лицо. Не принято у сванов убить женщину, иначе над мужчиной будут все смеяться, что ты, мол, убил или ранил женщину. Это бесчестие. Если же медиаторы мирили 2 семьи, то за убитого мужчину платили 20 быков, а за женщину 40 быков обязан был отдать виновник. Правда, сам Иламаз против сделок на крови и откуп считает позором. За кровь должна быть кровь. Или примирение, без всяких откупов. Иламаз продолжил, рассказывают, как у 2 сванских фамилий однажды случился раздор. В то время ни у одной из этих семей еще не было собственной башни, и вражда с соседями стала поводом поскорее построить их. За работу взялись обе семьи, время от времени постреливая друг в друга из-за укреплений. Перестрелка мешала работе и не приносила результатов. Никому из враждующих не удавалось взять кровь. Однажды к представителям обеих семей явились старейшины и предложили уговор. Не стреляйте друг в друга до тех пор, пока кто-то из вас не достроит башню, а кто первый достроит, на стороне того и будет преимущество в этой войне. Обе семьи рьяно взялись за работу, но стихия, тающие снега и разлившиеся горные потоки не давали закончить строительство. Обе стороны кусали себе локти и время от времени с досадой поглядывали на двор соседей, где прогуливались, как ни в чем не бывало, их заклятые враги. В то же время никто не решался нарушить слово, данное совету старейшин. Дочь в итоге одного из враждующих кланов повенчалась с сыном другого. «Все хорошо закончилось?» — переспросил я на всякий случай, пытаясь найти подвох. Сванетия — не то место, где свадьба обязательно заканчивается хэппи-эндом. «Не очень-то», — улыбнулся мой собеседник. Девушка вышла замуж без приданого. Рассказы этого Махшви о мести страшны и комичны. И в этом весь Иламаз. Более подробно смотрите источник, книга Алексей Бобровников. Крайности Грузии. В поисках сокровищ страны волков. Вот такие данные приводятся про быт, историю и характер сванов. В целом, как можно подметить, сваны по характеру и многим другим вещам действительно очень схожи с чеченцами. Шуоной – это тайп Тукхума Нахчмахкахой. Тукхум Нахчмахкахой – это крупнейший чеченский Тукхум. Чеченцы из равнинной, предгорной и горной Чечни, где проходили самые кровопролитные кавказские войны XVIII-XIX веков, Первая и Вторая чеченские войны. В наши дни в него входят самые большие тайпы Чечни. Нохчмахкахойцы включают тайпы Айткхалой, родовое село Айткхал, Курчелоевский район. Алерой, родовое село Алерой, Нажай, Юртовский район. Белготой, родовое село Белготой, Виденский район. Беной, родовое село Беной, Нажай, Юртовский район.
Бейтарой, родовое село Геляны, Нажай, Юртовский район. Билтой, родовое село Бильты, Нажай, Юртовский район. Гендарганой, родовое село Гендерген, Нажай, Юртовский район. Гардалой, родовое село Гардали, Нажай, Юртовский район. Гуной, родовое село Гуни, Виденский район. Зандакой, родовое село Зандак, Нажай, Юртовский район. Ишхой, родовые села, Ишхой-хутор, Нажай, Юртовский район. Курчелой, родовое село Курчали, Виденский район. Сесаной, родовое село Сейсан, Нажай, Юртовский район. Сингалхой, родовое село Гендергеной, ныне новые Атаги, Шалинский район. Харачой, родовое село Харачой, Виденский район. Центрой, родовое село Центрой, Нажай, Юртовский район. Чартой, родовое село Чарты-Юрт, Шалинский район. Чермой, родовое село Махкеты, Виденский район. Ширдий, родовое село Ширдий, Мохк, Виденский район. Шуоной, родовое село Шуани, Нажай, Юртовский район. Эгашбатой, родовое село Агишбатой, Виденский район. Элистаншхой, родовое село Элистанжи, Виденский район. Энгиной, родовое село Энгиной, Нажай, Юртовский район. Энакалой, родовое село Эникали, Курчелоевский район. Эрсиной, родовое село Эрсиной, Виденский район. Ялхой, родовое село Ялхой, Мохк, Курчелоевский район. По некоторым также чеченским преданиям известно, что общество, тайп Нашхой, имел прямое отношение к нохчмахкахойцам, но позже нашхойцы стали считаться большим отдельным тайпом. По некоторым также чеченским преданиям считается, что некоторые тайпы Тукхума непосредственно выходцы из общности тайпа Нашхой. По генетическим также данным известно, что, к примеру, по гаплогруппе J2 и ветке JY 13668 нашхойцы состоят в родстве с тайпами Гендаргеной, Тукхум, Нахчмахкахой, Гуной, Тукхум, Нахчмахкахой, Дай, Дишни, Зандакой, Тукхум, Нахчмахкахой, Ишхой, Тукхум, Нахчмахкахой, Орстхой Галай, Пешхой, Пхьямтой, Туркой, Хьялкелой, Циси, Цичой, Республика Ингушетия. Цикарой, Чартой, Тукхум, Нахчмахкахой, Чубахкинарой. Источник – сайт Арамаш. Общество Нахчмахкахой всегда считалось непокорным и воинствующим. Оно никогда не имело над собой прочно организованной власти и всегда отличалось своим духом независимости, своеволия и хищничества. Про ичкеринцев, нохчмахкахойцев и других чеченцев писал также в книге своей военный историк В. Пота следующее. Среди этой-то суровой природы жило оригинальное племя, воспитанное вековой борьбой с внешними врагами и закаленное внутренними междоусобиями. Старики-чеченцы расскажут вам, что в дремучих, непроходимых лесах богатой плоскости, простирающейся от северного склона дагестанских гор Пасунжи, еще не так давно рыскали только дикие звери и совершенно не встречалось следов человеческого существования. Лишь назад тому, не более 250 лет, на эту плоскость спустилось с гор Ичкерии несколько горских семей и, следуя по течению вод, поселились в нынешней лесистой Чечне, на плодородной почве, по Аргуну, Гойте, ГХ и другим притокам Сунжи. Чеченцы и поныне считают Ичкерию своей колыбелью и знают имя Начхоа как имя своего родоначальника. Вот что говорит об этом старинная чеченская песня. «Неохотно приближаемся к старости, неохотно удаляемся от молодости. Не хотите ли, добрые молодцы, храбрые потомки Турпали Начхоа, я спою вам нашу родную песню. Как от удара шашки о кремень сыплются искры, так и мы явились от Турпали Начхоа. Родились мы в ту ночь, когда щенилась волчица, имена нам даны были в то утро, когда голодный барс ревом своим будил уснувшие окрестности. Вот мы кто, потомки Турпаля Начхоа. Чеченец красив и силен. Высокого роста, стройный, с резкими чертами лица и быстрым решительным взглядом, он поражает своей подвижностью, проворством, ловкостью. Одетый просто, без всяких затей, он щеголяет исключительно оружием, соревнуясь в этом отношении с кабардинцами, и носит его с тем особенным шиком, который сразу бросается в глаза казаку или горцу. По характеру чеченец имеет много общего с другими горными племенами Кавказа. Он также вспыльчив, неукротим и легко переходит от одного впечатления к другому. Но в его характере нет той благородной открытости, которая составляет характерную черту, например, кровного кабардинца. Они коварны, мстительны, вероломны и в минуту увлечения опасны даже для друга. Собственно, военные способности народа были невелики, но этот недостаток с лихвой вознаграждался у него необыкновенной личной храбростью, доходившей до полного забвения опасности. Русские войска, вступая в Чечню, в открытых местах, обыкновенно совершенно не встречали сопротивления. Но только что начинался лес, как загоралась сильная перестрелка, редко в авангарде, чаще в боковых цепях и почти всегда в арьергарде. И чем пересеченнее была местность, чем гуще лес, тем сильнее шла и перестрелка. Вековые деревья, за которыми скрывался неприятель, окутывались дымом, и звучные перекаты ружейного огня далеко будили сонные окрестности. И так дело шло обыкновенно до тех пор, пока войска стойко сохраняли порядок. Но горе, если ослабевала или расстраивалась где-нибудь цепь,
Тогда сотни шашек и кинжалов мгновенно вырастали перед ней как из земли, и чеченцы с гиком кидались в середину колонны. Начиналась ужасная резня, потому что чеченцы проворны и беспощадны, как тигры. Кровь опьяняла их, омрачала рассудок, глаза их загорались фосфорическим блеском, движения становились еще более ловки и быстры, из гортани вылетали звуки, напоминающие скорее рычание тигра, чем голос человека. Такими они были, по рассказам очевидцев, во время резни в ичкерийских лесах. Кто-то справедливо заметил, что в типе чеченца, в его нравственном облике, есть нечто, напоминающее волка. И это верно уже потому, что чеченцы в своих легендах и песнях сами любят сравнивать своих героев именно с волками, которые им хорошо известны. Волк – самый поэтический зверь по понятиям Горца. Лев и орел, говорят они, изображают силу. Те идут на слабого, а волк идет и на более сильного, нежели сам, заменяя в последнем случае все безграничной дерзостью, отвагой и ловкостью. В темные ночи отправляется он за своей добычей и бродит вокруг аулов и стад, откуда ежеминутно грозит ему смерть. И раз попадет он в беду безысходную, то умирает уже молча, не выражая ни страха, ни боли. Не те же ли самые черты рисуют перед нами и образ настоящего чеченского героя, самое рождение которого как бы отмечается природой? В одной из лучших песен народа говорится, что волк щетинится в ту ночь, когда мать рожает чеченца. При таких типичных свойствах характера понятно, что чеченец и в мирное время у домашнего очага выше всего ставил свою дикую, необузданную волю и потому никогда не мог достичь духа общественности и мирного развития. Естественно, что быт чеченцев отличался обычной простой патриархальностью самых первобытных обществ. Родовое начало было в нем преобладающим элементом и притом настолько сильным, что каждое общество, каждое селение жило своей особенной самостоятельной жизнью. Это были отдельные независимые мирки, в которых адат, обычай, заменял закон, а старший в роду был в одно и то же время военным предводителем, судьей и первосвященником. Каждая деревня имела свои обычаи, сохраняла свои предания и старалась не иметь никаких общих интересов даже с соседними аулами. Но, конечно, столкновения были неизбежны, и прямым последствием их являлись ссоры, оканчивавшиеся нередко убийствами и грабежами, потому что пылкий чеченец никогда не прощал обиды. Тогда начинался длинный ряд кровомщений, ведший к истреблению целых семей и даже аулов. На почве именно обычая кровомщения выработался в Чечне, как и в других кавказских странах, особый, любопытнейший тип людей, называвшихся абреками. Название это обыкновенно присваивалось русскими всем отважным наездникам, пускавшимся в набеги небольшими партиями, но в сущности абрек есть нечто совершенно иное. Это род, принявшего на себя обет долгой мести и отчуждения от общества вследствие какого-нибудь сильного горя, обиды, позора или несчастья. Эти люди становились одинаково страшными и чужим, и своим. Источник. Книга Василий Пота. Кавказская война. Том 2. Ермоловское время. Вот такие свирепые чеченские племена видел Пота в старину, о чем и писал в своих мемуарах. Надо добавить, конечно, что кровная месть и конфликты действительно хоть и случались в чеченском обществе, но, конечно, не в таких ужасающих масштабах, как пишет Пота. Ну разве что такое было возможно среди мелхинцев. Там да, как гласят чеченские предания, в малхийство в старину мужчины редко доживали до старости из-за внутренних расприй. Но это был древнейший и дикий период. К тому же чеченцы, к появлению царских войск на Кавказе, в большинстве своем уже куда больше стали стремиться к единству. А абреков сами же чеченцы в основном считали не бандитами, а героями. В целом, как видно, в основном чеченцы жили в сложных условиях еще со старины. Их быт был крайне сложен, опасен и полон лишений, страданий и борьбы. А также они часто рисковали своей жизнью в перестрелках, резне и прочих нешуточных проблемах. В целом суровые были времена в старину у чеченцев. Эти времена формировали такой же характер. Чеченцы-шуанинцы в период Большой Кавказской войны с царскими войсками одни из самых больших потерь для своего рода, общины, понесли в знаменитом кровопролитном ичкерийском сражении. По некоторым данным, одни из самых больших потерь в этом знаменитом кровопролитном ичкерийском сражении понесли шуанинцы и беноевцы. Одни из самых больших потерь они понесли, имеется в виду в том плане, что они потеряли в том сражении большую часть своего рода, общества, таковы чеченские предания. Естественно, в то время сражались все чеченские общества, и кровопролитные сражения были разные и повсюду. Все чеченские общества понесли большие потери в период Большой Кавказской войны с царскими войсками. Акинцы, ауховцы, мелхинцы, шаройцы, арстхойцы, ваштаройцы, нашхойцы, зандакойцы, чеберлойцы и другие, все остальные чеченские общества. В те времена военный историк Иоганн Бларамберг в своей книге пишет: чеченцы – самые жестокие и дикие племена на Кавказе. Они воинственны еще более, чем лезгины. Наши войска никогда не могли покорить эти свирепые племена, несмотря на многочисленные экспедиции, предпринятые против них, и опустошения, которым неоднократно подвергались их земли.
Чтобы удержать их в узде, генерал Ермолов учредил новую военную линию, укрепленную крепостями, главная из которых – Грозная, на левом берегу Сунжи. Источник – книга Иоганн Бларамберг. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. Интересен и тот момент, что по некоторым чеченским преданиям также известно, что были в те времена и русские солдаты, не согласные с царской политикой, перебегавшие на сторону горцев. Они так же, как и чеченцы, и многие другие народы Кавказа, входили в имамат имама Шамиля. У шуанинцев также есть предание, что в старину они проживали помимо Чечни и в Дарьяльском ущелье. Интересно стоит подметить также и то, что чеченцы-шатоевцы, Тукхум-Шуотой, в названии Тукхума очень схожи с шуанинцами, с тайпом Шуоной. Если обратить внимание, это и вправду схожее название – Шуотой и Шуоной. Они фактически идентичны. Известным шуанинским абреком был Мутуев Осман Шуанинский. Он также был близким другом абрека из тайпа Харачой, Зелимхана Харачоевского. Чеченский исторический сайт и чеченский историк Индарби Мутушев в своей статье сообщает следующее о причинах, побуждавших обычных крестьян вступать на путь обречества, красноречиво говорят показания одного из них, Османа Мутуева. «Я не родился и не воспитывался быть абреком. Абреком сделали меня люди. Мой отец – сподвижник имама Шамиля, наш род почтенный. Учился я в горской школе, откуда мечтал поступить на государственную службу, но меня вытолкнули из этой колеи и насильно отправили на эту дорогу. Не окончив школы по случаю смерти отца, я приехал в свой аул и занялся хозяйством. Скоро умерла и мать, и я остался хозяйничать один. После окончания учебы Осман собирался стать переводчиком в госучреждениях. Смерть отца изменила его планы, окончить учебу ему не удалось, а пришлось ехать в родной аул, где осталась одинокая мать, и заняться хозяйством. Вскоре умерла и его мать. Далее Мутуев рассказывает, что однажды в ауле произошел большой разбой. Дознание не нашло виновных. Тогда власти потребовали от общества выдачи всех порочных его членов для выселения их административным порядком из края. Как это водится, в приговор попало несколько байгушей, не имеющих родственников, и в числе их и я, как занимающийся воровством. Протесты мои и просьбы о производстве дознания ничем не помогли. Никто не хотел внимательно разобраться, и я, как порочный член общества, на основании мирского приговора, был сослан административным порядком в Сибирь. Дважды Осман бежал из ссылки, и дважды его отправляли обратно. Когда после первого побега Мутуев оказался в Терской области, он обратился к начальнику области, рассказав ему о той несправедливости, которая была проявлена по отношению к нему. Генерал вошел в положение Османа и позволил жить в родном селе. Но обозленный старшина и местные сельские заправилы, говорил он, не могли простить мне моего обращения к начальнику области, и не прошло и полгода, как составили приговор и просили о выселении меня из края, как предводителя всех воров. Попав в третий раз в Сибирь, разоренный и опозоренный, Осман Мутуев дал себе клятву – отомстить. Он вернулся после очередного побега в родной аул с одной целью – расправиться с обидчиками. «Всем своим врагам», – говорил он, – «я жестоко отомстил за свой позор, но с остальным населением, не сделавшим мне ничего дурного, я жил хорошо». Вскоре Мутуева стали преследовать и царские власти. Но, пользуясь авторитетом и уважением народа, он довольно долго оставался неуловим. Даже царские чиновники отзывались о нем с почтением. Это был умный и, если можно так сказать, благородный разбойник. Став сам жертвой несправедливости общества, он чутко относился ко всякой беде. Все обиженные находили защиту в личном и строгом суде Османа. За это население всегда и везде оказывало своему защитнику радушный прием и называло его своим князем. Османа боялись его личные враги, сельские кулаки и русские туристы. Последних он грабил или брал в плен с целью выкупа, но никогда не убивал. Водил дружбу Осман и с такими знаменитыми абреками, как Зелимхан Харачоевский и Зелимхан Гальдигенский, имея, кроме того, еще 5-6 приближенных. Дважды начальник области отдавал приказ о поимке абрека, и дважды Осман сам, в полном вооружении, являлся в его кабинет. Мутуева тут же арестовывали, и он вновь бежал из тюрьмы. После второго побега вокруг Османа собралась шайка из 5-6 человек. Несколько лет разбойники хозяйничали на трактах, ведущих из Грозного в Горную Чечню. В 1905 году Осман Мутуев был убит кровниками. Источник, сайт, Нахчала, статья, Индарби Мутушев. Обреческое движение в Чечне, 19 век. Есть также чеченские предания, что вышли из области Нашха 500 лет назад по времени, где-то около в 13-14 веке, и аул Шуани основал выходец из Нашха, некий Шуа.
Но на наш взгляд, эти предания, возможно, являются правдой лишь частично. Вряд ли эти предания – абсолютная правда. Во-первых, в Нашха укрылась лишь часть выживших чеченцев во время нашествия войск Тамерлана, которые превосходили местное население по численности во много раз. Так родилась легенда о прародине, Нашхе, но Нашха не являлась первичной прародиной всех чеченцев. По некоторым данным, в Нашха укрылись выжившие после боев и нашествия Тамерлана, в основном будущие чеченцы, нохчмахкахойцы. Но ведь и сами чеченцы Тукхума-Нохчмахкахой до нашествия Тамерлана и Нашхи могли проживать и в других местах. Во-вторых, у чеченцев-шуанинцев не один предок, ведь у них нашли гаплогруппы Q1A и G2A1, то есть шуанинцы это скорее не потомки одного предка. А это целая община, не один тайп, род, а даже Тукхум, но сегодня, конечно, традиционно шуоной называют тайпом. Безусловно, шуанинцы – близкородственное общество между собой, и они, можно сказать, что один тайп, род, но у шуоной был не один предок, как видно, а два. И это лишь начало тестов. То есть вряд ли тайп шуоной основал лишь один выходец из Нашха, некий Шуа. Чеченец Шуа мог быть основателем тайпа, но и не только он, скорее всего, то есть вряд ли один предок был у тайпа шуоной. Ко всему прочему, у шуанинской G2A1 с шуанинскими корнями возраст образования около 5024 лет назад и где обитали на Кавказе шуанинцы В. Те времена еще до выхода из Нашха и с каким чеченским обществом были более тесно связаны, также еще на самом деле интересный вопрос. К примеру, исследуя данный вопрос, можно допустить и то, что чеченцы-шуанинцы до ухода в Нашха могли быть тесно связаны с чеченцами-шатойцами, ведь чеченский Тукхум-Шуотой и чеченский тайп Шуоной – это фактически одинаковые названия. Можно в целом, исходя из этого всего, гипотетически допустить, что чеченцы-шуанинцы, возможно, до ухода в Нашха были связаны с чеченским Тукхумом-Шуотой, с чеченцами-шатойцами. А после нашествия Тамерлана и миграции в Нашха, шуанинцы после уже ухода войск Тамерлана вместе с другими чеченцами мигрировали в другие места и стали уже частью чеченского Тукхума Нохчмахкахой. Может, конечно, это и не так, но в любом случае интересная эта версия также. Чеченский историк Башлам Чимаев про шуанинцев, сванов и так далее. Кстати, да, напечатанном мною про Удимуллу статью я исправил вначале. Там просто вы должны понимать, Удимулла Шихла, Ца Удимулла Шуоно Хла, это тот как раз таки, который я опубликовал, я исправил. Шуоно, Ца Удимулла Гуардло Хла. Гуардло, он относился к алимам, имеется в виду религиозной деятельностью только занимался, а Удимулла Шону, он был и воином, и алимом. Я немножко перепутал, поэтому сразу исправил свою оплошность. Во время Ичкеринского сражения одним из больше всего, которые положили своих сынов из Нохчи народа, это был Тайп Шоной, Бейной, вот в Ичкеринском сражении. Шона он положение Эрсига. А Шуной непосредственно связаны с Грузией. Шуаны, вот эта область, Сванети и Шуной. Я над этим, пока мы работаем, я много говорил с разными представителями. Вполне вероятно, косвенных доказательств там немало, что шуноевцы, что от Тейпа Шуной и пошли сваны. Есть такая версия, гипотеза. Но насколько она достоверна и насколько это так, надо посмотреть и надо до логического ума. У меня материалов много по этому вопросу, там чуть ли не доказывается. Но, опять же, это доказательство на уровне, в основном, нашего представительства. И говорили некоторыми грузинами, ездили на собрание сванов. И эту версию предоставили в Грузии, там, когда собирались сваны. Посмотрим, что из этого сложится, у кого будет достаточно доказательной базы. Опять же, мы не утверждаем, но мы знаем, что у сванов есть много общего с нашим народом. И насколько вот этим соединяющим звеном является Шуной, будет, посмотрим, опять же, надо проверить. Но то, что представители именно Тайпа Шуона являются непосредственно одними из первых, являлись из знати Аланского царства, это однозначно. Это однозначно, это показали ДНК, найденные захоронения.
Башлам шуаной, шуани, шуан. Суан. Шуаной, шуани, суан. Это все считается одним. По крайней мере, так много, как говорится, косвенных доказательств. Но над этим надо работать. Ничего просто так не бывает, а у меня не всегда, я не ко всему успеваю. Наши предки говорили, 4 народа, которые проживают в Грузии, являются самыми близкими к чеченцам. Но старейшины чеченские говорили, что они произошли от нас, что они были чеченцами и так далее и тому подобное. Пшавы, хивсуры, сваны и тушины. Но есть такая вот версия, вы можете в многих местах. Я не говорю, что это. Но сегодня при сдаче ДНК, особенно части, которые с нами граничат, тушинцы, бацбийцы, там, допустим, хивсуры, сваны, когда при сдаче ДНК показывают, что они близкие родственные нам по ДНК. Сегодня мы не говорим, что они чеченцы. Они являются сегодня непосредственно грузинами, являются и сваны, являются и тушины, являются и все остальные. Валикум салам. Но я хочу, чтобы вы понимали, не забывайте, касаемо сванов, я Осману задал вопрос, мы рассуждали. Есть очень сильная версия, я разговаривал с представителем этого тейпа, шуаной тейп. Букву Ш, насколько я знаю, Ш или произношение, но факт, я вам коротко ознакомлю, что у сванов, сваны, шуаной, суаной, это одно и то же, что считается, что это часть наших людей, которые переселились и дальше и далее начали начали их называть отдельно сванами. И башенная культура совпадения очень сильно с нашими. Раз. Во-вторых, языковое. Когда я Осману сказал, а правда ли, что у сванов очень много слов, имеющие основу и перевод полностью такую же, смысловую нагрузку имеет такую же, как и у новчи народа, он засомневался в этом. Потом мы как раз таки через день или 2 дня он связался со мной, Осман Дейрес Хилсон, он связался со своим другом Сваном, поговорил, оказалось, и то, что мне Осман сказал, из того, что он нашел 200 слов, сванских 200 слов, и новчийских 200 слов полностью идентичны, один в один. Есть и тот представитель Шуно, он живет в Минкай-Люцунце, он мне много рассказывал, что Шуной и Суаны это одно и то же, просто они на грузинский лад называют их Суанами. Суаны, Шуано это одно и то же, по его утверждению. Шуани олсон, шуаной олвы. Это чисто ногчи тейп. Наши предки говорили, 4 народа, которые проживают в Грузии, являются самыми близкими к чеченцам. Но старейшины чеченские говорили, что они произошли от нас, что они были чеченцами и так далее и тому подобное. Пшавы, хивсуры, сваны и тушины. Но есть такая вот версия, вы можете в многих местах. Я не говорю, что это. Но сегодня при сдаче ДНК, особенно части, которые с нами граничат, тушинцы, бацбийцы, там, допустим, хивсуры, сваны, когда при сдаче ДНК показывают, что они близкие родственные нам по ДНК.